Аритмияда жастық ерекшеліктер жоқ. Бұнда жасөспірімдер, ересектер. При аритмии нет возрастных особенностей. Она встречается у подростков, взрослых, пожилых людей. Лечение аритмии. Сейчас установили аппарат. Теперь осмотр через 3 месяца. Науқас эхокардиография өтіп келді ма? Я өтпеді. Анализдердің барлығы шықты ғой. Стоит ощутить в левой части грудной клетки боли, у человека начинается паника. Под подозрением пороки или сбои в работе сердца. Тревога не напрасна, так как небольшие отклонения в работе человеческого мотора сразу оказывают негативное влияние на другие органы. В новом выпуске программы «Медицина» мы расскажем, как отечественные врачи лечат от сердечной аритмии, болезни, которая сначала себя никак не выдает. Аритмия деген бұл жүрек ырғағының бұзылысы, жүректің жиырылу, күшінің әлсіздігі. Аритмия – это общее название, объединяющее все процессы нарушения сердечного ритма, слабости сердечной мышцы, патологии предсердий и межжелудочковых перегородок. Аритмия может быть врожденной и приобретенной. Наиболее распространенным являются врожденные диагнозы или синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Он сейчас выявляется не только у детей, но и во взрослом возрасте. Единственным видом лечения является только хирургическое вмешательство. Аритмия, или с греческого несогласованность, нескладность – это состояние, при котором нарушена частота, ритмичность, возбуждение и сокращение сердца. Выдает себя эта патология частыми головокружениями, слабостью, потемнением в глазах и обмороками. Біздегі науқастар жиі бастапқыда бұл шағымдары, жүрек ырғағының бұзылысы, жүректің тез-тезіне баяу соғуы. Часто наши пациенты приходят с жалобами на то, что сердечный ритм становится быстрым-быстрым, а затем наоборот замедляется. При этом замедляется одышка, слабость, головокружение, боль в груди. При наличии таких симптомов нужно обязательно обратиться к специалисту-кардиологу. Для аритмии нет привязки ни к возрасту, ни к полу. Специалисты говорят, что болезнь может быть врожденной и приобретенной. Аритмия мен осы биыл, осы шілде айында өзімнің Көкшетау қаласында Аритмию мне поставили в Кокшетау в июле этого года. Я вызвала скорую, поехала в больницу. Дело в том, что когда я, как обычно, пришла на работу, мое сердцебиение стало очень сильным. После обследования выяснилось, что у меня аритмия. Алие Балпановой 29 лет. Она никогда не жаловалась на здоровье и не припоминает, чтобы сердцебиение ей доставляло неудобства. Но в тот день сердце стало биться 180 раз в минуту. Это больше нормы в 3 раза. Такое возможно у здорового человека только когда он бегает или занимается активным спортом. Сұрадым, дәрігер айтты, мүмкін жас кезіңізде мүмкін ауырып әрбір мысалы. Спросила у врачей, в чем причина. Доктор сказал, что это могут быть возрастные изменения, либо осложнения после гриппа. Даже кашель может вызвать аритмию или сильная физическая нагрузка на сердце. Он сказал, что это точно можно определить во время операции. Также фактором риска могут стать гормональные заболевания. Специалисты выделяют несколько причин появления аритмии. Это и гормональные сбои, и сердечная недостаточность, и повышенное артериальное давление, и диабет, и даже злоупотребление алкоголем. Жүрек пайда болған аритмиялар болатын болса, оның алдына әрине ең бірінші бұл себебін анықтау керек. При приобретенной аритмии необходимо выяснить первопричину. Есть 3 основных направления, которые вызывают эту патологию. Прежде всего, это болезнь щитовидной железы. Вторая причина – ишемическая болезнь сердца. Третья – недостаточность клапанов сердца, то есть кардиохирургические заболевания. Если есть хотя бы один из факторов, то вероятность развития аритмии очень высока. Эта болезнь сердца излечима. Существует для этого 2 вида медпомощи, говорит специалист. Маған осы операция жөнінде айтты, ол операцияны қазір жасамаса, алдағы уақытта қиын болады деп айтты. Мне сказали, что чем больше времени пройдет, тем тяжелее будет операция. Я получила квоту и приехала сюда 19 числа. Слава богу, операцию сделали в понедельник. Врачи говорят, что она прошла легко. Квоту я получила быстро, всего в течение 15 дней. Как только я пришла, мне сказали, что есть возможность прооперироваться в августе. Дату я сама выбрала. Операция проводится по показаниям. Показания бывают разные здесь. Можно разделить на несколько групп. Это электрофизиологические операции. Они применяются при нарушениях ритма сердца, тахикардиях. Они менее-инвазивные. Очень большой перечень тахикардии, который можно лечить с помощью электрофизиологического исследования и радиочастотной аблации. Затем другая группа нарушений ритма – это пациенты, которые требуют имплантации устройств. Имплантация устройства, здесь показания – это хроническая сердечная недостаточность, профилактика внезапной сердечной смерти, а также брадиаритмии. Здесь вот такие устройства ставятся как кардиостимулятор,
кардиовертер-дефибриллятор и кардиоресинхронизирующее устройство. Вот в основном операция такого характера делится на две группы. Аппаратов много. Это кардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы. По данным специалистов Национального научного медицинского центра, в его аритмическом отделении с начала 2018 года 419 человек получили аппарат для стимуляции сердечной деятельности. 72% из них – мужчины. И хотя считается, что аритмия не привязана ни к возрасту, ни к полу, сердце – слабое место у сильной половины человечества, резюмируют врачи. Максут Касымов уже 6 лет ходит со специальным аппаратом. С 2013 года он бережет 55-летнего мужчину от сердечной аритмии. Из года в год стабильно прохожу осмотры. Мне говорят, когда приходить на замену. Также мне необходимо придерживаться строгой диеты в питании. Нельзя пить много воды. Аппарат мужчине установили бесплатно. Сложные операции сейчас выполняются через государственную квоту. Вот сейчас мне установили аппарат. Через 3 месяца снова приду на осмотр. Потом нужно будет приходить 1 раз в год. До 9 лет служит каждый стимулятор. Основываясь на этих эндограммах и рентген-контроле, мы находим участки, откуда возникают вот эти нарушения ритма. Установив диагноз, мы проводим сразу же одномоментно во время операции лечебное воздействие, применяя радиочастотную энергию. Так называемая радиочастотная аблация. Это на кончик электрода вместе источника аритмии мы наносим температуру в среднем 50-60 градусов и устраняем данную аритмию с эффективностью 90-95%. В некоторых случаях эффективность при, допустим, фибрилляции предсердий, так называемой мерцательной аритмии, эффективность составляет немножко ниже, 60-70%, но достаточно высокая по сравнению с медикаментозной терапией, с таблеточной терапией. Казахстанцы уже испытали на себе качество инновационного метода. К примеру, в прошлом году радиочастотную абляцию провели 368 раз. Уже за 7 месяцев этого года 240 человек прооперированы новым способом. Радиочастотная аблация дейді, оны жылына 500-600 кезін шамамен жасалады. Мы можем проводить до 500-600 радиочастотных абляций в год. Также у нас на вооружении электроимпульсные терапии, электрокардиостимуляторы, хирургические приемы. Все это подбирается в зависимости от каждого индивидуального случая. То, что спасет одного, категорически противопоказано другому. Из 1500 человек только 1000 попадают на операцию. Бізде аорта клапаны тарылған жағдайда жасы үлкен операцияны көтере алмайтын жағдайда оған... В случае сужения среднего клапана у пациента в возрасте, когда он не может выдержать большую и продолжительную операцию, мы используем Т-Волт. Этот метод помогает подобраться к клапану через кровеносные сосуды. То есть это не требует вскрытия грудины у пациента. Такой вид операции мы давно проводим в нашем центре. Болезни сердечно-сосудистой системы – одни из самых распространенных среди казахстанцев. Традиционно они лидируют в причинах смертности. Жүректің кемістігі, мәселен, туа біткендерде көбірек болады, балада, ананың құрсағында. Пороки сердца чаще всего врожденные. После 40 лет из-за вторичного ревматизма наблюдается сужение, непроходимость метроклапана. Вот это состояние сужения среднего клапана чаще встречается у пожилых людей. Как говорят у казахов, причины болезни нужно искать во рту, то есть следить за своим питанием. В целом мы должны формировать свои бытовые привычки с детства. Есть праздничные блюда, а есть повседневные, не такие сытные и жирные. Не нужно полностью отказываться от деликатесов, однако не следует употреблять много жирных продуктов. Казах и дня не проживет без мяса, шутят наши люди. Однако чрезмерное потребление этого продукта приводит к кардиозаболеванию, говорят врачи. Специалисты дают простой совет: после 40 лет ограничивать потребление мяса и соли, а также тщательно следить за повышением артериального давления.